Сегодня Международный день отказа от курения. Ежегодно пагубная привычка убивает 6 миллионов человек и становится причиной 30% смертей от раковых заболеваний. Итак, друзья, как бросить курить, попробуем сейчас за небольшой период разобраться. Если вы тоже пристрастны к этой привычке, то это ближайшие несколько минут проведите с нами. Может быть, они изменят вашу жизнь. Итак, в нашей студии сейчас Олег Туркин, врач общей практики и заведующий отделением медицинской профилактики Сыктывкарской городской поликлиники номер 3, специалист школы отказа от курения. Олег Николаевич, добрый день. Здравствуйте. Вот актуальность проблемы, по-моему, в последнее время только растет. Вы как специалист, что можете сказать по этому поводу? Ну, я хочу сказать, что сегодня активно развивается здравоохранение, это профилактическое направление. Так вот, основная смертность и сокращение жизни у граждан Российской Федерации является это хронические неинфекционные заболевания. Ну, то, что вы сказали, это онкологические заболевания, заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистые заболевания. И ключевой момент здесь как раз фактор риска является курение. В принципе, она составляет, это официально, 17%. Ну, это причина, большой процент. 17%, да. Наряду с другими факторами риска, хотел бы отметить, это злоупотребление алкоголя нашего населения, неправильное питание, это тоже одна из причин, да. Но, скажем так, про курение. Если до 2013 года, в принципе, у нас система профилактики была, ну, можно сказать, недостаточная, мы реально не могли оказывать помощь людям, которые действительно хотят отказаться, да, от курения, то с выходом федерального закона 2013 года, номер 15, который, в общем-то, все, наверное, знают, и он на практике сегодня работает, что изменилось-то? Изменилось то, что, да, запретительные меры в какой-то степени, они работают, они нужны, потому как существует и пассивное курение, оно также вредно, как это для курильщика, да. Но и самое главное, у нас появилась возможность оказывать людям помощь медицинскую, квалифицированную по отказу от курения. Каким образом это реализовалась программа? Ну, согласно закону, в общем-то, были организованы курсы для врачей на базе институтов усовершенствования. Специалисты, которые вот сегодня оказывают эту помощь, они все грамотные, обучены, уже наработан практический опыт. И самое главное, что работа это эффективная. То есть есть положительные примеры? Да, положительные примеры есть, да. Вот, например, на базе нашей третьей поликлиники, как мы эту проблему-то развиваем. Значит, понятно, что люди, которые сами приходят, и они уже мотивированы, то эффект очень высокий. Но еще сейчас вот проходит, вы все знаете, это диспансеризация взрослого населения. И вот по ходу этой диспансеризации мы выявляем людей, будучи здоровыми абсолютно, но у них уже имеется фактор риска курения. Мы активно их приглашаем уже в другую форму работы, как школа здоровья, да? И мы их мотивируем на отказ от курения. Ну, основная идея то, чтобы они сохранили свое здоровье. Естественно. Да, и это тоже форма, она эффективная. То есть в двух формах. Сам человек обращается мотивированный, это у нас кабинет открыт, а вторая это школа здоровья. Также, что хочу сказать про республики, или в частности в городе Сыктывкаре. У нас активно работает кабинет по отказу от курения на базе республиканского физкультурного диспансера. То есть, ну, мы общаемся, и, в общем-то, сейчас при желании человека отказаться от курения, ему помогут? Ему однозначно помогут. Лишь бы у него было желание и мотивация, ну, вот это действие сделать. Скажите, пожалуйста, на вашей практике какой был самый большой стаж у курильщика? Ну, самый большой стаж у курильщика был 55 лет. 55 лет человек и бросил? Да, и он отказался от курения. И это было в январе этого года. Мы общаемся, контролируем состояние. Да. И, слушайте, никогда не поздно отказаться от курения, ни в каком возрасте. Важно, чем быстрее, тем лучше. А вот с точки зрения, если посмотреть, допустим, даже старые фильмы и так далее, да, там очень много курят. Сейчас вроде бы как бы немножко меньше, или я не прав? И вот вообще пропаганда курения. Ну вот такая статистика. Я только ссылаюсь на нашего министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой. Она заявила, что вот за этот период с 2015 года ну, до 20% людей отказались от курения. Из тех, кто курил, получается? Да. То есть тенденция такая, что вот как-то вот приоритеты здоровья, они тихонечко вот становятся действительно приоритетными
в рамках, это в целом ведь и здоровье нации. А в вашей школе как можно обратиться? Бесплатно ли это? Вот, Значит, вся медицинская помощь, которая оказывается в лечебных учреждениях, она бесплатная. Бесплатная. Я могу дать телефоны. Значит, физкультурный диспансер 44 95 53. Это записывается в плановом порядке непосредственно в кабинет по отказу от курения. Городская поликлиника номер 3. Если люди хотят пройти через школу, то есть это групповые занятия, то записываются через секретаря у нас 31 05 32. 31 05 32. Да. И вот вкратце, что там в этой школе, сколько будут длиться занятия? Значит, занятия у нас состоят из нескольких. То, как правило, это занятие протекает около 2 часов. Ну, это, наверное... Это групповые, а потом дальнейшие занятия, они индивидуальные, мы уже индивидуально работаем. Но там же комплекс мероприятий приходится. В ходе беседы мы информируем о факторах риска для самого человека, да? Мы говорим о современных методах лечения, насколько они эффективны. То есть и постоянно идет мотивация, чтобы человек немножко так вот принял. Что хочу сказать, смотрите, сегодня она доступна, эта медицинская помощь, но мы очередей-то не видим, нету очередей. Насколько, вот по школе я скажу, что у нас эффективность нашей работы 22%. И я считаю, что это высокий процент, учитывая то, что к нам люди просто приходят получить информацию. Они еще не мотивированы. Но я надеюсь, что таких людей будет больше. Действительно, надо все-таки думать о своем здоровье. Я надеюсь, что сегодня, в Международный день отказа от курения, кто-то решится наконец-то избавиться и выбросит от себя подальше сигареты. Спасибо вам большое. Желаю успехов в работе, побольше вам желающих и побольше еще тех, кто сможет это сделать. Спасибо вам большое. Спасибо. Друзья, напомним, что вы смотрели «Рабочий полдень». Увидимся с вами завтра ровно в 12. Я помню, что посредством функции IP-телевидения Ростелекома вы можете пересмотреть эфир этого «Рабочего полдня» или всех программ на нашем сайте jurgen.rf. До свидания и всего самого хорошего. До встречи.